У казахстанских спасателей профессиональный праздник. Его отмечают уже 24-й год подряд. На счету специалистов тысячи спасенных жизней. Один день с теми, кто идет первым в огонь, в воду, провела моя коллега Алена Забирова. В тот день Арман уже заканчивал дежурство. Сигнал тревоги раздался ночью. Минута на полную экипировку и на то, чтобы добежать до служебной машины. Через 5 бригада была на месте пожара. В ходе разведки обнаружилось то, что в кухонном помещении открытым пламенем горела вытяжная труба и потолочное перекрытие. Звеном газодымозащитной службы началось тушение. Параллельно другими отделениями было эвакуировано сотрудники ресторана. С огнем справились за полчаса, обошлось без пострадавших, и это главное. Экстремальная профессия Арману досталась по наследству. Его отец тоже был пожарным, ушел на пенсию, когда сын вернулся из армии. Физическая выносливость и крепкие нервы пригодились Арману и на новой работе. В первую очередь выброс адреналина, когда за минуту выезжаешь с части, готовишь характеристику на объект, изучаешь информацию по людям, через командира отделения получаешь. И там, я сказал бы, на раздумье времени нет. Главная задача стоит. Задача номер один – это устранить наличие угрозы на людей, в первую очередь человеческая жизнь. Работа у спасателей есть всегда. Зимой гололед и экстремальный мороз, весной паводки, а летом степные пожары и жара за 40. На посту они и в свой профессиональный праздник. Я считаю, что профессия спасателя в Казахстане, она почетная, она востребованная и свидетельствует тому, что у нас есть вуз, который готовит специалистов. Ежегодно конкурс в этот вуз растет. У нас в этом году 5-6 человек на место было. Будущим сотрудникам ДЧС есть на кого равняться. Почти 30 тысяч спасенных жизней в этом году. За сухими цифрами люди, которые каждый день совершают подвиг. Алена Забирова, Жанат Кинжибеков, Мир 24.